Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске новости из мира якутского кино, туризма. Расскажем актуальные цены на пушнину в Якутии, а также цены свежей местной говядины и конины. Якутия вошла в тройку лидеров Дальнего Востока по развитию сферы гостеприимства. За 9 месяцев в этом году в Якутии побывали более 120 тысяч человек. Основными точками притяжения туристов являются Национальный парк Ленские столбы, полюс холода Аймякон, киберлитовая трубка Мир. Гостей также привлекают традиции национальной кухни, самобытная и богатая культура народа Саха и национальный праздник Исэх. Испокон веков Якутия славится пушниной. Сейчас традиционной отраслью занимаются 3000 человек, которые имеют охотничью лицензию. Тем временем в республике началась заготовка пушнины. Основным заготовителем является предприятие «Сахабулт». В этом сезоне запланировано заготовить 12 тысяч шкур соболя, 5 тысяч белок, 3500 листьев шкуры. А для начала приема пушнины тщательно оценивается качество меха, учитывается размер. Таким образом, шкуру разделяют по 4 сортам. В этом году максимальная цена приема шкуры соболя равняется 10-5 тысяч рублей. В настоящее время отрасль находится в упадке, потому что все-таки на уровне России принята стратегия развития до 1932 года. Но вот законодательные акты на уровне России пока не рассмотрены, и концепция развития, и программных мероприятий по поддержке охотничьего промысла нет. Вместе с тем республика в рамках программы своего развития сельского хозяйства отдельным подразделом именно влаживает государственную поддержку данной отрасли. Порода, которая существует уже многие сотни лет для помощи человеку в условиях жизни на Крайнем Севере. Собаки, привыкшие к холодам и непосильному труду. Иван Лазаренко расскажет все, что нужно знать об этой необычной породе. Аристократичные доги, грозные ротвейлеры, забавные мопсы, вечно меланхоличные сенбернар и зачастую дружелюбные дворняги. Пород собак, которые живут рядом с человеком, великое множество. И если переиначить фразу «собака – лучший друг человека», то про этих четвероногих питомцев можно сказать: хаски – это самый смешной друг человека. Марин, здравствуйте! Сегодня будем знакомиться с этой замечательной породой, ну, естественно, с вами, заводчиком этих чудесных собак. Скажите, почему хаски? Это же, довольно непростая порода. Это была любовь с первого взгляда или что-то другое? Все правильно вы говорите, это была любовь с первого взгляда. Так скажу, что самый первый раз, когда я увидела их, это было 11 лет назад. Наша мама забрала, купила, привезла первую собаку в городе хаски. И с тех пор, как говорится, моя любовь все больше и больше была к ним. Сколько я знаю, все-таки хаски это очень своенравные животные, которых, в принципе, довольно-таки тяжело содержать в домашних условиях, в квартирах, потому что, насколько я знаю, у меня у дочки был щенок хаски, и прихожая через буквально 2-3 месяца превратилась в хаос. Как правильно содержать этих собак? Вы должны понимать, что это за собака. Это очень своенравная собака. С ней нужно проводить очень много времени, гулять, воспитывать. Это одно из самых главных правил, что нужно воспитывать. Мы начали воспитывать нашу собаку с месяца. Мы ходили к кинологу 2 года. Конечно, да, нужно постоянно дрессировать, гулять, большое время проводить с собакой. Чем больше ты проводишь с ней, тем твой дом в безопасности и целости и сохранности. Вот вы рассказали, что 2 года ходили к кинологу. Насколько я помню, когда я изучал эту породу, то очень неохотно, скажем так, поддаются дрессировке, но тем не менее это возможно, видимо, при каком-то упорном труде. Дрессировать, да, это упорный труд. Вообще, я всегда говорю, любую собаку нужно дрессировать. Пусть это маленькая собачка, пусть это большая собака, она должна быть воспитана в любом случае. Насчет хаски, да, они у нас своенравные, свободолюбивые. И они, конечно, очень-очень хитрые. Они сделают вид, что они тебя не слышат, они сделают вид, что они тебя не понимают, но они прекрасно все понимают, они очень умные. Где им надо, они понимают с полуслова, с полувзгляда, а где, конечно, не надо, они там ухо отведут, еще что-то. Но мы не сдаемся, конечно же. Мы всегда в таком предвкушении того, что будет всегда лучше, будет всегда хорошо, и собака наша всегда будет нас слушаться.
Ну что ж, надеемся, мы приоткрыли хоть небольшую завесу, но все-таки тайны об этой замечательной породы. И если есть желание, то заводите в том числе и такую замечательную собаку. Шоки, Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В селе Амга Амгинского района прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представили все хозяйства, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели из 14 наслегов района. На ярмарке была установлена максимальная цена на килограмм мяса говядины за 600 рублей, на жеребятину 650 рублей. Помимо этого проводились конкурсы на оригинальные блюда, где наслега оформили свои блюда, посвященные столетию образования республики. Сегодня у нас аж 40 ассортиментов, ну, по нашему перечню, да. Это начиная от разных ягод и варений, да, только нет меда, заканчивая внутренности, потроха, мясо говядина, мясо жеребятина, что еще у нас, внутренности первой, второй категории. Ну, в принципе, все, что в животноводстве у нас здесь продается. У нас свое хозяйство, вот я фермер, супруга продает, в принципе, это... Я думаю, что вот так и нужно это мероприятие проводить, когда первое лицо занимается реализацией своей торговли. Это очень прекрасно. Посмотрите, народу очень много. А в Москве состоялся специальный допремьерный показ фильма «Наша зима» якутского режиссера Степана Бурнашова. Кинолента рассказывает о семейной паре, за плечами которой 10 лет совместной жизни. По сюжету фильма супруги не понимают друг друга и решают разойтись. Является ли зима символом холодных отношений, а развод выходом, разбиралась Айсена Бурнашова. Наша рыба. Наши танцы. И даже зрители в наших национальных костюмах. Всегда в якутских нарядах ходите или только на премьеры? Нет, только на премьеры и только в рестораны. А на большом экране своего часа ждал фильм «Наша зима». Лида и Дима – главные герои фильма. Некогда любящие и близкие люди вдруг стали чужими. Смех в паре сменился криком, а улыбки – слезами. Спустя 10 лет семейной жизни они решили развестись. Причина развода банальна – это бытовуха и рутина. Да и за окном одна и та же картина – зима. Кстати, фильм снимали в самые холодные месяцы, с января по апрель. Съемки проходили в Якутске. Там единственный кадр есть, который мы снимали в Амге у меня, да, на родине, который в фильме длится 15 секунд, но мы потратили для этого кадра 18 часов. Минус 56 эффектно смотрятся в кадре, но у нашей зимы есть и другой посыл – холод в отношениях. Донести до зрителей эту мысль режиссеру помогла соавтор Светлана Тайко. Идея пришла к Степану Бурнашову, это полностью его идея. Он обратился ко мне именно с предложением осветить женскую сторону, поскольку развод – это все-таки дело двоих, да, там участвует и мужчина, и женщина. В главных ролях актриса Сахатеатра Ирина Михайлова. Ее супруга играет актер театра юного зрителя Илья Яковлев. Кстати, в амплуа главного киногероя он выступил впервые, но с ролью справился на отлично. Сцена там, где я разбиваю спойлеры, разбиваю телевизор, выкидываю с балкона. Вот именно эта сцена, она была самой сложной для меня. Согласно статистике, большинство разводов выпадает на зиму. После новогодних праздников люди хотят новую жизнь. Вот только развод не выход, уверены создатели фильма. Герои ленты Лида и Дима поняли это слишком поздно. Я надеюсь, что этот фильм кому-то поможет. Если в свое время фильм «Сцены из супружеской жизни» Ингмара Бергмана привел к тому, что в Швеции все стали разводиться, то, надеюсь, фильм Степана Бурнашова приведет к тому, что кто-то, наоборот, начнет бережнее относиться к своим отношениям и к себе. На большие экраны лента выйдет 24 ноября. Показы пройдут в республике и за ее пределами. Причем в прокат выйдет фильм на якутском языке и с дубляжом. Фильм с переводом покажут также и в столице республики. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
В Алекминске прошли показы документального фильма «Мой личный дракон». Напомню, киномарафон организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Первый тур марафона проходил с 1 апреля по 31 октября, второй с 10 октября по 10 декабря. Марафон «Мой личный дракон» продолжает свой путь по Якутии. В эти дни показ фильма состоялся в районной библиотеке имени Габышева, а следующий для юного поколения алекминчан в детской модельной библиотеке. Сегодня очень рады видеть детей, учащихся первой школы. Это и 5 класс, и 6 класс. Есть дети, чьи родители обратились к нам с просьбой принять и показать данный фильм. А вы сами смотрели фильм? Мы, конечно, прежде чем показать его детям, посмотрели, да. Ну, само название «Мой личный дракон», да? Как вы считаете, что он несет в себе? Это очень широкое, можно понять, это очень широкое такое вот понятие. Более 60 ребятишек пожелали увидеть фильм. У каждого свои впечатления. Ну, девушка спала, и ей снился сон, как будто она стояла в лесу, было темно, и из земли вылазит какая-то рука, потом начинают летать вороны, все. Потом она просыпается. То есть мистическое такое, да, начало. А как ты считаешь, вообще вот интересен этот фильм и чем он интересен? Ну, интересно, может быть, там задумка. То, что хотели показать, да? Мне запомнился момент, как они раскапывали кости динозавров. Понравилось. Как они путешествовали тоже. «Мой личный дракон». Что же хотели донести авторы? Во-первых, это внимание к нашей прекрасной, красивой республике, к ее недрам, к ее истории. И очень здорово, что здесь идет акцент на то, исследователи, что на очень большой пласт работы сделали дети, учащиеся, помогали проводить работу. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. Ну а прямо сейчас вы можете перейти по ссылке, выведенной на экране, и узнать еще больше актуальных новостей. До новых встреч в эфире!